Так, доброе утро, друзья! У меня снова утренняя вылазка на тренировку и возможность побыть самой в машине и записать для вас видео. Сегодня я хочу поговорить на тему маркетинга немножко, потому что маркетинг, да, наша реклама, то, что мы говорим о себе, то, что другие в результате думают о нас, естественно, имеет большое значение. И многие стараются, естественно, придумывать какие-то поводы постоянные, ну или хотя бы иногда, да, ну что-то, что будет заставлять о нас говорить, привлекать к нам внимание. И в то же время, вот сейчас, например, я общаюсь с потоком флористов, которые приходят ко мне на собеседование, задаю вопросы, и очень многие рассказывают такие забавные, интересные вещи о том, что, например, у компании нету сайта, у компании, там, которая, например, 12 лет на рынке, у нее нету сайта. Вот, она имеет каких-то постоянных клиентов, вот, но, в общем-то, это все. Там какие-то компании просто сидят, крупные достаточно, открывают магазины и в день, например, продают 2 букета. Ну, то есть какие-то такие интересные вещи. Я понимаю, что, конечно, вопрос маркетинга очень сильно не дорабатывается в крупных компаниях, ну, не то чтобы в крупных, вообще в ряде компаний, в ряду компаний очень сильно не дорабатывается маркетинг. То есть люди считают, особенно те, которые выросли без интернета в свое время, да, и для них это чуждо, они как-то вроде бы понимают, что этим вопросом нужно заняться, но никак не могут найти время на это, и в результате, конечно, теряют огромное количество денег. В то же время я наблюдаю, как в других нишах также вместо того, чтобы, например, работать, ну, ведь маркетинг это не просто настройка рекламы, но это вообще как бы несколько, я все-таки в маркетинг другие понятия вкладываю. Вот. Маркетинг прежде всего должен быть интересен. Вы постоянно должны думать над тем, каким образом вы можете быть интересны клиенту. Но делать это нужно в тот момент, то есть клиента своего нужно удивлять обязательно. Удивлять, привлекать внимание, делать так, чтобы посторонние люди, соприкасаясь с вашим брендом, они о вас вспоминали. Знаете, как в конце дня, когда ты можешь вспомнить 3 каких-то самых интересных события, вот одно из них должно быть соприкосновение с вашим брендом. Но при этом очень важно помнить о том, что для того, чтобы включать маркетинг, важно поработать над продуктом. Я уже неоднократно говорила о том, что маркетинг, он такой своеобразный рупор, в который, знаете, кричат там: «Эй, там пахлава медовая». Вот, если ваш продукт хороший, то маркетинг будет говорить: это хороший продукт, да. Ну, например, будет говорить тут очень красивые букеты, тут там какие-то специальные предложения или еще чего-то. А вот если ваш продукт плохой, то маркетинг будет говорить: тут продают цветы, которые увяли, да, как одна флористка мне говорит. Ну, типа, вот, наверное, вам на фотографии не нравятся букеты, потому что здесь есть цветы не очень свежие. А зачем вы ставите не очень свежие цветы? Ну, потому что их же надо там куда-то девать. То есть уровень конкуренции меня крайне сильно радует. Кстати, как и флористы, которые приходят, жалуются на то, что им мало платят, на то, что там все не так, не дают развиваться, и при этом, когда ты им предлагаешь работу, они, может быть, они ожидают, что мы им сразу будем платить в 5 раз больше, но мы им и так сразу же платим больше, чем они получали год, 2 или 3, работая в предыдущей компании. Вот. Но, возможно, они ожидают, что сейчас Ермилова постелится, и они, короче говоря, ну, многие такие говорят: да-да, мы придем на стажировку, и потом, конечно же, все находят или другую работу, или еще что-то. То есть я понимаю, что, знаете, каждой свинье нужна своя помойная яма, уж простите, но обидно очень, когда ты тратишь на людей время, они вот рассказывают, как им было плохо, а понимаешь, что у тебя им будет слишком хорошо по ходу. Они продолжают искать вот ту помойную яму, где их будут гнобить, считать говном полным, вот, не давать им роста. То есть стратегия крупных компаний мне в этом плане тоже понятна, но уж простите, я хочу быть рядом с людьми, которые любят себя, ценят и хотят развиваться. Вот как-нибудь вот это говнянство все придется, наверное, пережить без нашего участия. Так вот, с маркетингом нужно быть, ребят, очень аккуратными,
В том плане, что обязательно важно подработать продукт и иметь какие-то интересные поводы, которые будут усиливать интерес к тому, что вы имеете. Поэтому перед тем, как включать рупор, задайте вопрос, а к чему, собственно, будет усиливаться интерес. И обязательно найдете ответ. Так, я бы еще с удовольствием продолжила эту тему, но я подъехала к паркингу. Вот, и сейчас пойду на тренировку. Желаю вам замечательного дня. Пока.